Новый год они встретят в своих квартирах. Десятки семей стали счастливыми обладателями собственного жилья. Сегодня очередники подписали договора социального найма, а уже во второй половине дня им вручили долгожданные ключи. Глава столичной администрации пожелал новоселам долгой и счастливой жизни. Среди тех, кто сегодня впервые переступил порог собственного дома, остро нуждающиеся категории граждан. Многодетные семьи, граждане с ограниченными возможностями. Ирма Габуева до сих пор не верит своему счастью. Ее можно понять. Всю жизнь ютилась по чужим углам и уже потеряла надежду. Очередь фалавттан фаролиш борижи коттун фалахстай коттун рот тутман ранчин свалати мосмот игбольница квартира ма Мама даже уже благодарна кот что man ротчаста май кошеттан адиман жтой шар бо фарос кот фарас тоёфта фалай матахстовар ничего-то неудобства нандара. Сегодня Ирма первая подписала документы и первая получила ключи. Нет слов, одни эмоции, говорит она, осматривая свое жилье, которое отстроено по всем современным стандартам. Глава столичной администрации лично поздравил ее с этим событием. Спустя долгие годы многодетная семья Схавребовых тоже обрела крышу над головой. Возможности купить квартиру у многодетной семьи не было, поэтому до сегодняшнего дня они жили в родительском доме. Глава семейства выразил благодарность руководству страны и всем, кто приложил усилия, чтобы они получили долгожданные квадратные метры. Жизнь в невыносимых условиях позади. Теперь и у Лизы Кокоевой есть своя жилплощадь. Кокоева – сирота. Она жила у родственников в стесненных условиях. Решить жилищную проблему своими силами она не могла. Благодаря огромной работе, которая была проделана общественной комиссией при администрации города Цхинвал, и, конечно, благодаря руководству страны, она получила самый дорогой новогодний подарок. Я жила на Лермонтова 29, где было очень сыро, и до сих пор там сыро, и нет места, маленькой комнатки с семьей моей тети. Процесс распределения жилья продолжится. До Нового года еще десятки семей получат заветные ключи от новых квартир. Всего в этом доме распределено 80 квартир. Комиссия продолжит свою работу, и еще 160 просторных новых квартир в этой многоэтажке будут распределены между очередниками. Дома находятся под охраной и видеонаблюдением для недопущения случаев незаконного заселения. Работа продолжается, и как только остальные корпуса будут переданы на баланс администрации, квартиры в них также будут распределены между очередниками. Президентом страны поставлена задача. Жилье должны получить именно нуждающиеся семьи. И она решается, заверил Хугаев. Зарина Кочева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.